Всем привет! Мы снова на канале Другой туризм. Никифор Кимович. Добрый день, И доброе утро. сегодня мы пройдемся и расскажем про наши уникальные дома на сваях. Пойдемте, посмотрим дома на куриных ножках. Они не на куриных ножках, не на нормальных ножках. Не, ну так Почему называем. дома на сваях? Расскажи сейчас людям. Ну, это связано с тем, что у нас город находится на территории вечной мерзлоты. И чтобы грунт под домом не таял от тепла, и дом не плыл, их строят на сваях. Вот, например, у нас здание. Это что за здание? Ну, это, видимо, типа Сталинки, но уже позднее, но не хрущевка. И вот здесь есть такие вот сваи, под которыми проходить было невозможно никогда, мне кажется, да? Да, низкие. И вот как раз там продувается под домом холодным воздухом и создается воздушная прослойка, которая не дает теплу от здания повлиять на мерзлоту. Потом пойдемте дальше. Сейчас КПДшка, найдем дом, да, да, где можно пройти. Небо голубое, смотри, видно. да. Я его давно не видела. Вот, мы идем. Вот всегда я помню, что в КПДшках был проход открыт. Вон он, вижу. И к нему даже тропиночка ведет. Значит, этим проходом люди пользуются. Довольно утоптанная Но он тропинка. какой-то такой вот прям, придется приседать. Ну, пойдем. Ой, боже. В моем детстве мы проходили в полный рост. Не, Ой-ой-ой. полный рост тут не получится мне, по крайней мере. О, я встала. Ну, снимай анфиладу столбов. Потому что я маленькая, да, ростом, поэтому встала. Да, мне тут низковато. Раньше, когда начинали строить вот многоэтажный дом на сваях, был длительный подготовительный период. Сначала забивали сваи, и они год стояли, вымерзались в вечный грунт, в вечную мерзлоту. Нет, там, по-моему, 3 года было в советский период. Нет, Отстойка я свай. помню год. Может, вначале перестраховывались, 3 года были в самом начале, а потом уже поняли, что, в принципе, года хватает, чтобы сваи схватились, и только потом уже возводили фундамент и этажи. Вот я помню, что в моем детстве мы когда ходили под такими домами, туалетов уже не было в Якутске общественных, Да. и все забегали вот сюда вот. Да и сейчас забегают. Ну-ка, вставим в пол... Нет, Нет, ну я ты не чуть-чуть, могу. да. Сейчас забегают, потому что туалетов-то у нас раз-два я обчелся общественных. У нас, кстати, проход в полный рост, и его управляющая компания закрыла. Да, Потому что я жаловалась, что туда заходят студенты, пили, гадили. И амбре такой был. Угу. И сейчас тоже продолжается. Гадство и непотребство. А это что такое? Вот Это вот, смотри-ка, тоже что-то такое. Это тоже они, видимо, вот через эти дырки холодный воздух попадает вниз в трубы и поддерживает вот эту мерзлоту. Сейчас мы еще там на Дзержинского сходим, посмотрим другой эксперимент. Я, кстати, вот этих штук, по-моему, раньше не видела или не обращала внимания, Не может обращала быть. внимания, наверное. Ну да, я прямо сейчас в полный рост. А я вот так. Ну, потому что у меня рост сколько? 163. Метр 78. Да, вот, кстати, вот я под этот дом никогда не заходил и не видел. Вот И не надо под него заходить. Но вот это, видимо, тоже один из экспериментов наших строителей, которые таким образом пытались сохранить мерзлоту под этим домом. А смотри, тут еще вот эта вот колея, как это называется? А тут, наверное, Это для воды, да, видимо, нет, стоп какой-то? нет, это, возможно, какой-нибудь кабель связи там. Просто закрытый. Или тут вообще Якутск у нас весь, скажем так, все коммуникации, они на виду. И это, кстати, очень хорошо. Ну, нет, это просто жизненно необходимо, потому что все там замерзает, все трубы будут перемерзшие, Не, ну ты вода. знаешь, вот за 3 года жизни в Владивостоке уже постоянно какие-то коммунальные аварии. Я поняла, что наши коммуникации, которые наружные, это очень хорошо. Потому что в Владивостоке, когда происходит какой-то прорыв, им приходится все раскапывать. Это занимает очень много времени. А у нас все на виду. И Сразу прорывы обнаружили аварии место видно. аварии, да, и ликвидировали. Ага. Ну да, с одной стороны удобно, с другой стороны все на виду. Я надеюсь, там сзади нас... Представляешь, сейчас такая сижу, снимаю, а сзади нас там кто-то ходит. Где? На монтаже, может, какой-нибудь обнаружу. Ага. Выходим из подземелья. Ай.
Да будет свет. Этот дом, видимо, начало 70-х годов постройки, вот поэтому один из первых таких крупнопанельных домов, КПДшки так называемые. И Кстати, поэтому вот здесь там, вот, да, у да, нас техэтаж. да, и наверху тоже Мы там тоже техэтаж. лазили. То есть внутри этого техэтажа трубы и заодно как бы изолирует первый этаж от земли. И наверху над пятым этажом тоже вот техэтаж, тоже изоляция от крыши, чтобы в квартирах не было холодно. Идем дальше на Дзержинского. Да, пойдем. Все, мы подходим к нашему следующему пункту назначения. Мы на улице Дзержинского. И куда мы идем, рассказывай. Вот к очередной хрущевке с очередным экспериментом наших строителей. Который проводили. Вот, пытались заморозить сваи, чтобы они не гуляли. Нет, а в каких годах это было? Ну, это, наверное, 60-е годы. Сейчас подойдем поближе и расскажем. Вот они, наши красавицы, рогатики. Да, рогульки футуристические. То есть, по задумке строителей наших, вот эти рогульки должны были, скажем так, передавать холод зимой вниз, в грунт. И они должны были стабилизировать статуи, вот эти сваи. Но Вот таких, этот- по-моему, рогулек немного, да, в городе? Да, немного. Они вот на улице Дзержинского есть, по-моему, и еще где-то. Все. То есть этот эксперимент, видимо, был неудачный, потому что массово вот эти рогульки нигде больше не появились. То А есть мне кажется, что они только в нулевых годах появились, потому что в 90-е я Нет, их не нет. помню. дом-то старый. И это примерно одновременно вот после этого и построили. Вот эти сваи, вот эти трубы забили туда. Кстати, вот здесь, в этих вот хрущевках, у них проход выше. Там можно было в полный рост проходить. Но сейчас Да, вот закрыли всё. увеличение высоты вот этих свай, они должны были как бы лучше давать проходить вот холодному воздуху под домом и замораживать зимой. Зима у нас больше полугода, теплый период всего 3 месяца. И за это время должен был вот этот холод заморозить и за 3 месяца не успеть растаять, чтобы сваи не пошли гулять. Ты зачем, Никифор Кемевич, так людей пугаешь? У нас Как? тепло уже в мае наступает, когда ледоход проходит. Нет, все равно холодно. Да тепло, 20 Да и градусов. в мае снег бывает. И в июне даже снег бывает. Что-то... Но не в Якутске. Пошли дальше. Понятно, почему? В Якутске тоже бывает снег. Не бывает, не ври. Нет. Ну вот закончилась еще одна история про наш красивый Родной город. город Якутск. Да, красивый. Вечно Красивый. мерзлый и холодный. У нас уже телефон сел один раз. Хорошо, тут есть теплые остановки, где можно было зарядиться. Да. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что вам еще снять. Никифор Кимович, когда он приедет в феврале обратно в Якутск, пройдет экскурсию, потому что он знает больше, чем я, потому что он старше меня и живет здесь дольше, чем я. Наверное.